Игоря Терентьева задержали в конце ноября. Он был явно растерян и не ждал появления спецназа и сотрудников Следственного комитета. Поводом для дела стали материалы проверки региональной прокуратуры и УФСБ в ведомстве, которым когда-то руководил фигурант Управления противопожарной службы. Правоохранители выяснили, начиная с 2012-го в течение 4 лет несколько сот сотрудников необоснованно получали стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты работы, которую должны были тратить на укрепление территориальных подразделений. Сотрудники необоснованно получали стимулирующую надбавку в повышенном размере, которая ими тратилась на приобретение материальных ценностей и оплату услуг в интересах территориальных подразделений, либо по своему усмотрению. Необоснованно начислено 19 миллионов 600 тысяч 25 рублей 17 копеек. По версии следствия, схему с фиктивными надбавками для сотрудников Игорь Терентьев ввел, чтобы обойти сложную процедуру госзакупок и обеспечить подразделения на местах средствами на текущие нужды, канцелярские принадлежности и косметические ремонты. Первоначально подчиненные для отчета даже предоставляли руководителю чеки и квитанции. Позже ситуацию пустили на самотек, и средства стали тратиться бесконтрольно. Чего не скажешь о Сыктывкарском главке, где деньги по такой же схеме оседали в фонде неучтенных средств. Незаконно людям выписывались премии в повышенном размере, и эти люди были обязаны вернуть эти денежные средства для капитализации в этом фонде. Кого-то принуждали, а кто-то это делал добровольно. Ну как добровольно? Он понимал, что если он это не будет делать, он не будет там работать. Наличные деньги сотрудники сдавали бухгалтеру управления, которая следила за негласной казной и отчитывалась за каждую копейку перед шефом. Деньги действительно тратились на нужды службы, к примеру, закупки стройматериалов или ремонта катера для тушения пожаров. Впрочем, немалая часть средств уходила на так называемые представительские расходы, подарки и проведение фуршетов. По подсчетам силовиков, почти 5 миллионов 839 тысяч рублей Терентьев потратил на личные нужды. Он, допустим, на сотни тысяч рублей приобретал спички, заказывал в Кировской области. С одной стороны, он это выставлял как пропаганду противопожарной деятельности. Хотя вот эти спички раздавались в период его предвыборной кампании. Он изображен на этих спичках и желает всем там здоровья, удачи, успеха. Вот что в этом противопожарной деятельности? По мне так ничего. В 2015 году Игорь Терентьев баллотировался в депутаты Госсовета Коми от Ирайольского избирательного округа. Следствие выяснило, его подчиненные, получив 40 тысяч рублей из фонда, затем положили их на официальный счет кандидата в банке. Деньги он потратил на предвыборную полиграфию. 4-й эпизод растраты был связан с его гражданской супругой, которая активно помогала в агиткампании. Весной 2016 года ее фиктивно трудоустроили в управление противопожарной службы, где она получила почти 300 тысяч рублей нелегальной зарплаты. 5-е обвинение тоже связано с присвоением служебного ноутбука, который депутат забыл вернуть после увольнения. Все предъявленные обвинения после 5 месяцев, проведенных в СИЗО, фигурант полностью признал и добровольно возместил ущерб в 6 миллионов рублей. Суд учитывает по всем преступлениям признание вины, активное способствование расследованию преступлений, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка и престарелой матери, участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, добровольное возмещение вреда. Поэтому суд находит возможным исправление подсудимого без реального лишения свободы условно. Кроме 4 лет условно, суд назначил Игорю Терентьеву 2-летний запрет на госдолжности и штраф в 500 000 рублей. Пока он его не выплатит, дача с открытым бассейном и автоприцеп останутся под арестом суда. Кроме того, когда приговор вступит в законную силу, фигуранту громкого дела придется сдать депутатский мандат.